Знаете, многие часто путают такие эмоции, как чувство вины и чувство стыда, но точное понимание этих эмоций может послужить компасом в выходе из тяжелого положения, которое и стало источником этих чувств. Итак, вина – это тяжесть на душе и сожаление о том, что вы поступили неправильно или не смогли чего-то сделать. Более того, чувство вины необходимо для жизни в обществе, потому что оно препятствует повторению тех ошибок или дурных поступков, которые вы можете совершить. А вот отсутствие чувства вины – это вообще-то один из симптомов социопатии, в то время как чувство вины всегда направлено на конкретное неверное действие, совершенное человеком, то стыд – это совершенно иное дело. Он связан с чувством отвращения и направлен на личность, то есть на самого себя. Стыд побуждает увидеть себя не как человека, который совершил нечто плохое, а как плохого, никчемного человека в целом. Поэтому он часто заставляет нас чувствовать себя жалкими, никчемными, недостойными. По этой же самой причине стыд редко побуждает нас к каким-то конкретным действиям для искупления своего поступка. Стыд загоняет человека в такую некую ловушку. Вместо того, чтобы исправить какую-то ситуацию, люди, испытывающие стыд, чаще всего действуют наоборот. Они включают защитную реакцию и стараются избежать обвинений, уйти от ответственности или даже переложить ее на кого-то еще. Был такой эксперимент, изучение заключенных в тюрьме выявило, что те, кто испытывал стыд, отбывая наказание, чаще совершали повторные правонарушения, в отличие от тех, кто чувствовал вину. Поэтому, если подытожить, то главное отличие этих двух эмоций в том, что есть сочувствие к самому себе, в первую очередь. Да, вы совершили плохой поступок, вы о нем сожалеете, потому что это по-человечески. Людям свойственно как и ошибаться, так и сожалеть о случившемся. Может быть, вы действительно сделали что-то непоправимое, но даже это не делает вас безнадежно плохим человеком. Вы можете искупить свой поступок, вы можете извиниться, вы можете постараться каким-то образом возместить ущерб, который нанесли. Вы можете научиться на своих ошибках и в будущем действовать иначе. Сочувствие к себе – это противоядие от стыда. Есть ошибочное убеждение, что для того, чтобы оставаться на высоте, нельзя давать себе какие-то поблажки. Однако те, кто воспринимает спокойнее свои неудачи, на самом деле бывают куда больше мотивированы на достижение успеха. А сочувствие к себе помогает им не потерять голову, если они не достигают той или иной поставленной цели. А такое, случается у всех. Итак, все мы на своем жизненном пути сталкиваемся с такими эмоциями, как вина и стыд. Обе они неприятны, но вина, она созидательна и способствует тому, чтобы поменять ситуацию, она больше направлена вовне. Стыд же ведет только к попытки защититься и на самом деле к определенному саморазрушению и к какому-то закупориванию этой проблемы. Это ловушка, поэтому конструктивнее перевести чувство стыда в чувство вины, позволить себе некое несовершенство и стремиться ситуацию изменить наилучшим образом.